Дуслар, Ханкунахуна. Добрый день, дорогие гости и друзья. Меня зовут Тимур Зарипов. Я сейчас нахожусь в татарском центре Дуслык. Я сюда пришел, наверное, уже лет 8 назад, уже не помню, когда первый раз сюда пришел. Пришел я сюда для того, чтобы познакомиться с родной культурой, с родным языком, узнать для себя что-то новое, открыть какой-то новый мир для себя, что я, в принципе, и сделал. Сейчас я руковожу двумя проектами. Это один проект театр Экият, с татарского это сказка. Основная задача познакомить зрителя с татарским фольклором. Чем мы здесь занимаемся? Мы переводим и ставим в оригинале произведения татарских поэтов и писателей, таких как Габдулла Тукай, Чингис Айтматов. И набираем также в свою труппу людей, которым интересно творчество именно театральное, да и любое, в принципе. А второй проект – это социальный проект, благотворительный. Мы команды Дуслыка, это вокально-хореографический ансамбль, ездим по разным малым городам Кузбасса. Вот были не так давно в Юрге, в планах поехать в Анжеро-Судженск, потом, возможно, в Новокузнецк и Междуреченск. И куда мы ездим? Мы ездим в детские дома, в реабилитационные центры. В Юрге мы были, он так называется, дом психохроников. Это детский дом, в котором остались дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети там очень разные, и есть нарушение опорно-двигательного аппарата, это детский церебральный паралич, задержка психоречевого развития, дети с синдромом Дауна, слабовидящие, слепые. И цель была одна – донести до детей, что они не одни, что о них тоже заботятся. И что когда они вырастут, они могут обратиться к нам и также поучаствовать именно в привнесении какого-то нового проекта в такое татарское общество, как Дуслык. Сам я являюсь психологом, и вот эта инициатива исходила от меня именно по социальной, по факту адаптации детей с ограниченными возможностями и социальной адаптации детей, которые остались без попечения родителей. Угу. Ну, Тимур, вообще, как думаешь, это может как-то положительно, вот эти акции, которые в детских домах мы проводим, они могут положительно как-то повлиять вообще на нашу структуру? Естественно, это идет от сердца, и мало сейчас организаций, которые направлены на социальную защиту социально незащищенных слоев населения. И есть такая песня «Кто, если не мы?». Есть такая группа, панк-группа, опять же. Кто, если не мы? Если есть такая потребность, такое желание, почему нет? В том-то и дело, что не нужно думать, а как это повлияет на нас, какой это престиж. Нет, это не престиж, это просто национальная культура. Просто мы, что татары, что русские, да и многие здесь народы, проживающие на территории Российской Федерации, мы уже так друг к другу привыкли, что иногда не возникает вопроса поинтересоваться культурой родного языка или не родного языка, родного народа или не очень, по крови, скажем так. Просто большое видится на расстоянии. Есть же такое выражение. Когда мы все рядом, мы такие, да зачем? Знаешь, что там живет Марат, он татарин, там вот живет Сема, он еврей, вот там вот живет Генрих, он немец.
просто общаемся и все, но так, чтобы вот собраться и показать свою культуру, почему-то у нас нет вот именно вот в Кемерово такого я не замечал. В других городах, в малых городах такое и есть. Периодически какие-то общие концерты проводят, общие благотворительные акции. И я считаю, что начало положено и будем действовать дальше. Кстати, в малых городах к нам идут навстречу именно руководящий состав детских домов и реабилитационных центров, когда мы говорим, что мы просто к вам приедем и покажем свою программу. Они все понимают, что это поможет в первую очередь их воспитанникам. То есть вот эти программы, с которыми мы ездим, на твой взгляд, еще имеют некий образовательный момент? Конечно. Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией, тот владеет миром. Когда ты идешь в школу, ты можешь не знать даже букв, но ты там этому учишься. Тебе показывают, что это буква А, это буква Б. Вот так потом слога, потом слова, потом предложения, потом целые тексты осваиваешь. Тут то же самое. Ты приходишь, ты показываешь, что вот есть народный татарский танец, есть народная татарская песня, музыка народная татарская. И кто-то, не обязательно, что все, кто-то все равно, ой, а мне это интересно. Не обязательно они там будут там 50 лет. Кстати, вот нашему центру 27 уже лет. Да. 23 года еще и как раз будет юбилей полвека отметим. Всего-то осталось ничего. И я считаю, что это нужно. И, кстати, ну, то, что сейчас язык сделали факультативным, с одной стороны, это не хорошо и не плохо. Просто человеку дается возможность. Ты можешь изучать это сам. Тут все рассчитано на высокую культуру людей и общества. Поэтому, если такие надежды на нас возлагает наше государство, я думаю, что грех не воспользоваться. Вот все-таки проблема татарская в области вообще она существует, как ты думаешь? Ну, И с чем это связано? То есть, если она есть, то как привлечь к этому молодое поколение? проблемы нет никакой по факту. Можно даже переформулировать, не проблема, а вопрос. Люди, пока им не покажешь, пока им не расскажешь, они не пойдут ни в какое общество. И эта проблема не только там, допустим, татарского общества. У меня мама, она работник культуры, я просто наблюдаю за этим, что называется, с детства. Пока людям не донесешь, что такое даже русский фольклор. Они все же в России живем, все русские, почему бы и нет, да, что тут сложного, что тут это. И кто-то даже и не задумывается о том, что можно вот так вот обратиться к другим обществам, именно национальным обществам, где расскажут о культуре, о костюме и разновидности русского костюма, разновидности татарского костюма. Угу. Ну, дорогие друзья, напоминаю, у нас в гостях был наш постоянный участник нашего, скажем так, татарского центра Тимур Зарипов. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, в Одноклассниках и будьте всегда с нами на связи. Солнце.